Тимур и Лейла ждут второго ребенка. Сомнений, где рожать, в частной или государственной клинике, даже не возникало. Решение было принято в пользу платного роддома. Здесь и условия лучше, и внимание уделяется больше. Лучше уж где-то там, может быть, даже в чем-то себе отказать, да, но уже создать условия для жены, соответственно, там, для будущего ребенка. Да, пусть это дороже, но зато я буду уверен в том, что будет хорошее обслуживание, будет контроль. Расценки на услуги в частном родильном доме напрямую зависят от срока беременности. Эконом-вариант с 36-й недели непосредственно на роды – $200–300. В эту сумму входят пребывание роженицы в отдельной палате и трехразовое питание. За дополнительный уход позже придется доплачивать еще. Каждой женщине мы предоставляем индивидуальный подход. То есть женщина, когда поступила, мы ее одну не оставляем ни на минутку. Мы все время находимся с ней. То есть вот ее предродовый период мы все находимся с ней. Счастливо дохаживайте. Да, идем. Для тех женщин, чей семейный бюджет не позволяет рожать в частных клиниках, есть альтернатива – бесплатные услуги в государственных родильных домах. Невзрачные здания, типовые больничные коридоры. Родильный блок больше напоминает спортзал. Кровать, шведская стенка, мяч, а на стене плакаты «Как вести себя во время родов». Первый раз рожает, они чаще вот стоя, полусидя, они чаще вот на шведской стенке предпочитают рожать. А кто вот раньше на кресле рожал, им они кажется, что на кресле удобнее. Они часто спрашивают, где кресло у вас? Но с комфортом лечиться можно даже в государственных больницах. В каждой из них есть сервисные палаты с телевизором, холодильником и даже душем. За отдельную плату можно в них заселиться. Как правило, частные палаты пустуют, а вот стандартные на 4 человека заполнены. Этому младенцу всего день, но чувствует он себя вполне комфортно. Джезгуль рада появлению малыша. Роды прошли без осложнений. Они приняли нормально. И все, здесь родила, хорошо. Врачи хорошо осмотрели. Мне здесь нравится, я уже 2 здесь родила. Сервис сервисом, но если во время беременности или родов возникнут осложнения, частные клиники стараются не рисковать и не брать на себя ответственность. Чаще всего будущие мамы попадают в отделение реанимации государственных больниц. В случае, если поступает к нам женщина с заболеванием сердца, заболеванием почек, у нас есть договоренность с государственными учреждениями, и по первому звонку специалисты приезжают своим ходом. Частные родильные дома, конечно, они больше берут к себе здоровых женщин. Бесплатное лечение – это, конечно, хорошо. Однако оно недешево обходится госбюджету, считают чиновники. Средств на полноценное финансирование системы здравоохранения не хватает. Поэтому правительство заявляет необходимости перевода кыргызской медицины на рыночные отношения. Мы думаем в перспективе ставить вопросы, все-таки развивать рыночную часть. А то мы хотим и бесплатное здравоохранение иметь, и рыночное. Сегодня должно быть рыночное. Кто может платить за свое лечение, он должен идти все-таки на частную. Таким способом правительство намерено решить еще одну проблему – дефицит кадров, особенно в отдаленных регионах и новостройках столицы. Врачей не хватает, а пациенты выстраиваются в длинные очереди. Не хватает педиатров, особенно педиатров. Молодежь к нам не идет. Это уже, вот как-то, наверное, вы слышали. В основном состав у нас предпенсионного возраста, если вы и пенсионного возраста. Ежегодно медицинские факультеты выпускают сотни молодых специалистов. Тем не менее, система здравоохранения испытывает нехватку кадров. Сейчас у студентов горячая пора – сдача государственных экзаменов. Нургуль Салиева – выпускница. Впереди ординатура, затем работа. Она рассчитывает на зарплату минимум в $500. Это в 5 раз больше, чем сейчас получает любой начинающий врач. В государственном учреждении немного поработать, набраться опыта, а потом уже, возможно, в частную клинику. В бесплатной медицине и работать приходится практически на голом энтузиазме, особенно начинающим врачам. Поэтому при выборе места работы они сравнивают условия. И, как говорит декан медицинского факультета, чаще всего выбор его выпускников не в пользу государственных медицинских учреждений. Однако к перспективе перевода всей медицины на платную основу Анна Зарифьян относится неоднозначно. Несчастный случай на улице, вот представляете себе, что с ним начнут вести переговоры, когда его достанут из-под колес машины, да, заплатишь, не заплатишь, это же блеф, будут оказывать помощь.
Однако изъяны есть в любой медицине. В переполненных госучреждениях врачи не имеют физической возможности трепетно ухаживать за каждым больным. Поточная система накладывает свой отпечаток на медицинский уход и выбор лечения. Чуть подлечить и побыстрее выписать. В частной клинике все наоборот. Медперсонал заинтересован в длительном платном лечении больного. Как бы то ни было, вопросы перевода здравоохранения на рыночные механизмы уже обсуждаются на уровне правительства. До широкой общественности информация пока не дошла. И как люди отреагируют, если не будет бесплатных качественных медицинских услуг, можно предугадать заранее.